Ассаламу алейкум варахматуллах. Всем братьям добрый день. Всем тем, кто слушает нас, подписчикам, а также и недругам тоже. Сегодня мы хотим уточнить кое-какие детали о истории русско-кавказских войн, в частности, касаемо нашего чеченского народа. Во-первых, они назвали это Кавказской войной, как будто бы Россия тут ни при чем, и кавказцы начали и воюют между собой, какую-то войну ведут. Подразумевается вот так. Скрывают свою хищническую сущность. Также они называют русско-чеченские войны тоже чеченскими войнами. Чеченская война, всюду тылдычат. Да и подхватили эти наши так называемые сторонники, тоже говорят чеченская война. Всякие журналисты, имперские, бесхребетные, бесстыжие аналитики так называемые. Все время твердят чеченская война. Нет, не было пародии в мире чеченских войн. Ни с кем. Чеченцы никогда не воевали, нападая или захватить чужое имущество или землю, а всегда защищались от разных захватнических огромных империй. И в последней империи мы задержались в противостоянии около 500 лет. То есть с момента завоевания Иваном Грозного Астрахани в 1556 году, через 2 года укрепившись в Астрахани, по-моему, во главе с воевода Хворостином, то, что не помню, но эта разница суть не меняет. Нету там разницы, что там Хворостин, Путин, Ленин или другой, Капустин. Суть и меры, и цели одна у этой империи. Россия не признала ни представление царской России, империи. Россия нынешняя не признала Красной империи преступления против кавказцев. Россия не признала и свои личные преступления в данное время против кавказцев, в частности и особенно против чеченского народа. Почему? Потому что она есть суть империя, как бы она ни называлась, как бы ни менялись ее названия и витрины, суть остается одна. Это суть империя, завоевание, закабаление народов, ограбление их земель. И это продолжается по сей день, как мы видим, российские шупальцы военные в разных уголках нашего мира. Чеченский народ не намерен забыть свою борьбу, свою жертву, положившую на эту алтарь свободы, не намерен забыть и оставить это вот так, как будто бы ничего не было. Борьба идет, продолжается, меняясь в стадиях с тех пор времен, с этих времен с Ивана Грозного. Ни один человек, имеющий честь и духовную свободу, не станет осуждать, уж тем более упрекать чеченцев за ту великую борьбу, за свою бесценную свободу против этой огромной империи кровожадной. Они не в силах, кто осуждает, кто упрекает, даже представить не в силах они те огромные усилия нашего народа в этом противостоянии с этой империей, противостоя их агрессии, как борьбу бойцов сопротивления, так и борьбу женщин, детей, стариков в движении вывод войск, которые противостояли этим войскам наравне с нашими бойцами сопротивления.
Можете увидеть эти кадры в интернете, имеются, слава Богу. Они идут, эти колонны, против танков. Не единожды, не единожды обстреливали их, устраивали они огромные митинги прямо в оккупированном Грозном и в других районных центрах на протяжении всех этих войн, особенно двух последних русско-чеченских войн. И до войны Чечения стала островком свободы, куда стекались, как и ранее, ущемленные и стремящиеся быть свободными, то есть мухаджиры. Буду краток, так как решил сказать от начала, от Первой войны русско-чеченской и последней русско-чеченской войны. За эти 466 лет наши некоторые историки насчитали 104 войны с Русской империей, чеченского народа. 104 войны. И вот как начиналась последняя война. Ее особенно искажают, обеляя империю, очерняя жертву, в данном случае наш чеченский народ. Как началась эта последняя русско-чеченская война, но она не последняя. Будет и еще будут, пока Россия не покинет Кавказ. Кавказцы – это не те народы, которых можно поставить в угол и держать там по стойке смирно, как вы держите своих сограждан, бывших крепостных рабов. Знайте это и запомните. Так вот, хочу определить под конец в совершении в этом выступлении крушение имперских мифов, как началась вторая, последняя русско-чеченская война. Когда после Первой войны русские вынуждены были уйти, и их армия с позором погибала в Грозном в 96 году в августе, и они послали туда Лебедя, председателя Совбеза, который сначала попросил 50 тысяч отборных войск, чтобы добить чеченцев. А потом, когда ему Минобороны ответили, что для этого нужно 3 года, тогда они решили поиграть в мирные соглашения, в мирные отношения. Они сыграли. И вот, чтобы уйти от явного позора, был послан этот Лебедь, секретарь Совбеза, и начался процесс переговоров. И в завершении этого переговорного процесса, в окончательном, в Хасавюрте уже, были соглашения всем известные о прекращении русско-чеченской войны, о дальнейших взаимоотношениях, которые будут опираться на международные права. И на этом завершении, не выдержав этот позор перед маленьким народом, империя как опозорилась перед миром, Лукашенко, как его было, фамилия, вот я, Лукин, да, Владимир Лукин, был председателем комитета Госдумы, председателем обороны. Это был из десятки человек верховных людей в России. Из десятки. Он заявил в сердцах, не выдержав, ничего, мы лет через 5 окрепнем и придем. А прошли как раз через 3 года, которые потребовалось для подготовки на заявление Лебедя Александра. Дело в том, что когда руководитель из сторон заявляет о прекращении договора, этот договор по нашей религии, по нашим традициям
считается испорченным, нарушенным от одного заявления из руководителей данного процесса. Второе. По нашему закону чеченскому, если мирная согласившаяся сторона сделает один выстрел в нашу сторону, тогда тоже закон, то есть договор прекращает свое действие. А вот теперь мы проведем исторические факты, а не сказки кремлевских, лубянских журналисток. До начала Второй русско-чеченской войны Россия несколько раз наземными операциями, воздушными операциями нарушила этот договор между двумя войнами, так называемыми. Заявления этого Лукина тоже нам хватало, хотя мы от них ничего не ожидали. Кто поверит русским, тот сегодня поверит русским, завтра проснется заблудшим или в проигрыше, обманутым, говорят у нас. У русского 7 раз меняется в сутки мнение, говорят чеченцы. Другие народы тоже знают русских, я не против, их суть империи. Из них хороших русских всегда у них тоже в гонении, как и мы сами, или в тюрьмах, или убивают, или их гнобят. Как и по сей день. Нормальные русские покинули Россию. Я имею в виду из известных. Но их мало, их голос не слышал. Вот. Они что делали после заявления Лукина? Заезжали в северные районы нашей республики на БТРах, грабили селения, и вот эти вот чабани, точки, фирмы, они их грабили, увозили людей. Не раз это было. И говорили, скоро мы придем. Людей увозили и увозили баранту и скотину. Грабили наши северные районы. Тоже нарушение договора. Следующим, авиабомбежки. Они бомбили Ножаюртовские и Веденские районы. До войны это все было. До Второй войны. Между двумя войнами. Следующие. Подошли, как обычно подходят на БТРах к постам. Есть центральная линия, нейтральные центры. Наш пост стоял в Хосаюртовском направлении, на Кизляр. И они друг к другу подходили на БТРах или кто на машинах. Как обычно, они подъехали и расстреляли в упор. Наши не ожидали. Это наш пограничный пост. Таможенный пост. Расстреляли русские. Убили при этом моего личного одноклассника. Шамхан его звали. И с тех пор они не отпускали этот блокпост, пока не началась война. Вторая. И этого все было им мало. Потом пошли события в Дагестане. Лично туда приезжал председатель Кабинета министров России Степашин и говорил, что там у них все нормально, водки не пьют, шариат, хоть они установили в своих районах, мы с этим согласны, ничего противозаконного не видим, показывали по телевизору. И недолго после этого выступления они начали военные действия в этих анклавах или районах Дагестана, скажем так, Чабан-Махи, Бамбам-Махи, и начали убивать людей, детей, женщин, стариков, как обычно это делают, окружают село и обстреливают все подряд. И попросили, 3 раза делегация приходила к чеченцам, попросили прощения, помощь. И неофициально, как добровольцы, люди пошли туда на помощь.
во главе с Шамилем Басаевым. Хотя я был против, зная суть России и историю Дагестана. Но, тем не менее, им сказали, что будут обвинять перед Аллахом. День суда, если вы не придете на помощь, не спасете наших женщин, детей, просто дайте помощь, чтобы вывести женщин, детей. Дайте нам помощь. Для этого просили дагестанцы. Пошли туда, и многие дагестанцы прошли против их же. Теперь говорят, хотели захватить Дагестан, на Дагестан напали. Никаких властей. Все это вранье. Они пришли на помощь вашим же дагестанцам. Надо побояться Аллаха, а не врать под дудку Кремля. Помолчите, если сказать нечего, это тоже будет добро. Никто на вас не нападал, и захватить вас что-либо никто не желал. По многочисленным вашим просьбам они пришли на помощь. И вот за это якобы они начали войну, говорят. Кремль и их рупоры везде, всюду. Тогда почему не начали сразу после того, как наши вернулись обратно в Чечению? Нет, этот повод был тоже маленький перед мировым сообществом. Тогда они после этого начали взрывать свои дома, обвиняя опять в этом чеченцев. Вы понимаете, в чем суть? Говорят, что после нападения якобы Басаева на Дагестан они начали войну. И трындят все подряд. Все его лакеи подряд так говорят. Но войну не начали они после этого. Не вторглись следом за этим отрядом в Чечению. Взорвали дома в России, в Дагестане. И чем это кончилось, мы все знаем. Ни одного чеченца не поймали и не обвинили во взрывах этих домов. А хотя официально говорили чеченский след. И после этих домов они начали свою военную операцию и военное вторжение в Чеченскую республику Ичкерия. Так что факты, они такие. Мы не можем себе позволить, по примеру, безликого Кремля и его сателлитов, журналистов безликих, врать и говорить небылицы, обвиняя невинный народ. Мы люди веры и чести, и это вы все хорошо знаете. Мы перед самими собою теряем лицо, если будем врать. Так что козырь у нас сильный, основаны на фактах и на деяниях ваших злодеяний кровавых. Думаю, можно завершить на этом. Вот так вы и начали Вторую русско-чеченскую войну. На этом завершаю. До свидания. Всего вам доброго, люди доброй воли. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.